Северо-Осетинское региональное отделение партии «Единая Россия» будет работать над реализацией послания президента Владимира Путина. Некоторым направлениям будет уделено особое внимание. Детально проекты обсудили сегодня. В сфере здравоохранения главная задача – организация первичной медико-санитарной помощи. По словам министра здравоохранения Тамерлана Гагичаева, необходимо обновить материально-техническую базу. До конца года в республике построят и отремонтируют 36 ФАПов. Особое внимание – борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже успешно функционирует сердечно-сосудистый центр. В этом году его дооснастят современным оборудованием. Также планируется изменить подход к диагностике и лечению онкозаболеваний. В прошлом году Министерство здравоохранения приобрело современные магнитно-резонансные компьютерные томографы. Очень важно, чтобы первичное звено заработало, и очень важно, чтобы были выявлены ранние стадии заболевания онкологических пациентов. Почему? Потому что современные технологии позволяют на первой и второй стадии практически избавиться от этого заболевания, человек будет абсолютно 100% здоров. Когда это третья, четвертая стадия, то это, во-первых, и сложности, во-вторых, это удорожание. Говорили и о социальной поддержке семей с детьми. В рамках нацпроекта «Демография» разработаны программы по увеличению рождаемости. Выплаты за рождение первого ребенка продлили с 1,5 до 3 лет. Сумма выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка. Изменился регламент выплат на третьего и последующих детей. Эта выплата также установлена до 3 лет в размере прожиточного минимума, но мы устанавливаем его самостоятельно на год. Правительство принимает постановление и на год устанавливается этот размер. В текущем году он будет составлять 10 280 рублей. Здесь тоже произошли изменения в законодательстве. С текущего года, если мы раньше выплачивали одну выплату семье предоставляли, допустим, 3-й ребенок родился, и мы выплачиваем на 3-го. В случае рождения 4-го мы уже не назначали. Сейчас, с текущего года, эта выплата будет назначаться на 3-го и каждого последующего ребенка в семье.